Снова всем добрый вечер. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И опять с вами программа «Вечерняя игра». Я думаю, это добавляет радости и оптимизма. И мы ее ведущие Илья Сергеева. Петр Нижинский. Интересные разговоры, интересные игры, ну и, конечно, чай. И сегодня интересные разговоры. Мы будем разговаривать с заслуженным артистом Грузии, продюсером, директором и художественным руководителем продюсерского центра Королевского цирка Гией Радзе. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы нам признались, вы редкий человек, который в шашки не любитель играть. Не любитель, скажу вам честно. Ну, ладно, в любом Давайте случае. попробуем хотя бы. Я вот тоже не любитель, но приходится. Попробуем. Белый ходит первым. практик. Ну, давайте. Сюда ходить, правильно? Да, по диагонали. Гея, вы как-то сказали в одном из интервью такую очень любопытную вещь, что творчество со скромностью – вещи несовместимые. И, в принципе, по вашему творчеству это заметно. Не помню такого моего высказывания, но даже если... Отказываться не будете? Ну, пусть будет Даже это если наша не фантазия. Я помните. могу просто ответить, наверное, творчество и скромность – это, наверное, совершенно разные вещи. Творчество – это огромный полет фантазии в творчестве, потому что творческие люди – это совершенно люди иные. Они именно что творческие, у них совершенно другое мышление, другое, наверное, мировоззрение целиком. А второе, наверное, больше скромность – это люди, которые скромные, наверное, в искусстве им будет тяжело, потому что искусство – это более такое, более сложное. На самом деле, визуально артисты и вообще люди творческие со стороны смотрятся более как бы совсем не скромными. На самом деле, среди этих людей есть и скромные люди, есть и нескромные люди, потому что это понятие совершенно растяжимое. Творчество это можно расценивать не только, допустим, в цирковом искусстве, чем я занимаюсь, а творческие люди – это и художники, это и композиторы, это и много других профессий, которые существуют в этом мире. Ну, все-таки возьмем за правду то, что нечто подобное вы высказывали, возможно, другими словами, но вы поэтому делаете настолько уникальное шоу, которое в России даже кто-то пытается повторить, ну не получается. Самые дорогие, самые сложные, самые затратные. Нет, я просто делаю только то, что я знаю, в чем я уверен. Когда мы создавали спектакль «Еще 5 континентов», который весь мир объездил, к сожалению, он сейчас уже как 5 континентов не функционирует, а когда мы разрослись, мы создали несколько проектов. Мы сделали Королевский цирк, который сейчас на гастролях в городе Казани. Это лучшее шоу нашей страны. Шоу «Баронет», и у нас еще третье шоу. Я хочу сказать, что за столько лет работы мы, наверное, совершенно точно я имею понимание, что сегодня нужно зрителю. То есть вот эта гигантомания, можно сказать, которую я делаю, это на самом деле сегодня это так выглядит гигантским. Я цирковой ребенок, и я пришел в детстве в цирк в 11 лет, и я еще застал Советский Союз и советский цирк. И в то время у нас были гигантские, на самом деле, программы. Это были огромные почтовые багажные вагоны, в которые мы переезжали, это были огромные коллективы, и все это тогда было совершенно в порядке вещей нормального. Потом, уже где-то к 90-м годам, даже чуть раньше, начали все это сокращать. И Начало мельчать. Мельчать очень даже, как бы, мягко сказано. Но я никогда не мельчил, потому что для меня цирк – это большое зрелище, это профессиональное зрелище, потому что цирк и цирк Шапито – это абсолютно разные вещи. Если мы работаем в стационарном большом цирке, мы профессиональные государственные артисты компании «Росгосцирк», которые относятся к Министерству культуры России, тем более, если мы ведущие шоу этой страны, мы даже соответствуем нашей стране, потому что русский цирк, он был всегда самым лучшим цирком в мире. И я сегодня вожу по 120 человек, по 17 машин. 17 машин – это состав поезда, то, что сегодня приехало в Казань. Мы совершенно спокойно размещаемся из-за кулисами. Пусть нам тесновато, но сегодня есть новые технологии, как бы те, которых не было раньше. Ну, раньше же ездил в советский цирк, в такие же стационарные цирки, потому что эти здания, где мы работаем, им по много лет. И в этих же зданиях работал тот настоящий советский цирк, и все эти машины, все эти животные, все эти артисты, большое количество, все это помещалось, и все это было. И спектакли шли, кроме понедельников, каждый день. А сегодня спектакли идут только в субботу и воскресенье, потому что как-то так сложилась ситуация на сегодняшний день в стране. Так что я делаю именно то, что сегодня нужно зрителю. А сегодня они хотят видеть вот это массовое большое зрелище, они хотят видеть красивые костюмы. Сегодня 21 век. Шоу. Да, сегодня другое поколение детей,
которые уже современное поколение, которые совершенно спокойно может войти в интернет и посмотреть что угодно. В наше время не было ни мобильных телефонов, ни интернетов, и мы увидели только те представления, какие были, а сегодня мы делаем уже спектакль. Спектакль на цирковом, естественно, основе, на жанрах цирка. Вот в моем спектакле задействованы всевозможные жанры. Помимо дрессуры, это и воздушные гимнасты, это акробаты, это эквилибристы и много других цирковых жанров. А есть какой-то жанр, который вот спустя время, ну, просто отжил свое, скажем так? Или его как-то трансформировали? Вы знаете, есть такие жанры, которые все меньше и меньше стало. Это в основном какие-то групповые большие номера. Они есть еще в системе, но их меньше стало. То есть, если раньше в каждой второй программе были подкидные доски, воздушный полет, большие групповые номера, то сегодня этого стало большой-большой дефицит. А почему же так? Ну, потому что сегодня, к сожалению, не все хотят заниматься большими номерами, потому что групповые номера это проблемы с партнерами, это проблема финансовая, это жены, дети, которые не работают в программах, это стоимость номера. Сегодня немножко другое, к сожалению, время. Но без этих больших номеров не будет большого цирка. А что это в топе? мое совершенно точное убеждение, так что я никогда не сокращал ни один номер, только увеличивал, потому что результат того лучшего шоу будет только за счет даже не количества, а качества. Но вы, похоже, всегда идете на увеличение. Качество не будет без количества. Это как бы такое для меня уже твердое мнение. Я этим занимаюсь 26 лет, так что я совершенно четко понимаю, что нужно сегодня публике, какое шоу нужно, почему мы сегодня успешны, почему мы востребованы, несмотря на то, что мы настолько большие, и практически кому-то кажется, что мы уже неподъемные, потому что это все как бы нужно возить. Я еще продюсер этого всего, я понимаю, сколько это все стоит, но у меня абсолютно доступны цены на билеты, потому что мы везде, чтобы не схватить, идем достаточно успешно, и я как-то уверен в себе, потому что я знаю, что я делаю. Я занимаюсь только цирком и ничем больше. И этим занимаюсь очень много лет, и я профессионал своего дела. Так у вас еще и профессий цирковых предостаточно. Жонглер, дрессировщик, да, джигит. Есть какие-то конкуром вы занимаетесь. Ну, я пришел в цирк, еще в конный аттракцион, в национальный цирк Грузии. На самом деле у меня была на ипподроме лошадь, я занимался конным спортом, я занимался конкуром, выездкой. Потом я работал в цирковом коллективе Национального цирка Грузии. Потом, когда мы окончили когда окончил эстрадно-цирковое училище, в эстрадном цирковом училище не было такого жанра, как дрессура. Ее не преподают нигде. И я окончил эстрадно-цирковое училище в качестве жонглера. Выпустился. У меня даже был номер у Дьявола, который я работал. Ну, конечно, это было совершенно все не мое. С меня очень плохой жонглер, могу сказать так. Но мне этого не нравилось. То есть мне нравилось создавать номера, аттракционы, количество животных. У меня было очень много животных. У меня были и есть сегодня в стране самое большое количество животных и птиц, каких можно вообще иметь в цирке. А правда, что у вас в цирке даже скунсы есть? Редчайших животных. У меня были и есть таких животных, которых ни у кого никогда в цирке не было. У меня есть скунсы, антилопы, гимбоны, чернорогатые африканские вороны. И чего мне только не было и есть, понимаете? Как бы я как-то любил животных, я любил разнообразие жанровое по животным. И вот я не работал в этой жизни, только со слонами так получилось. Пока что. Нет, уже, наверное, не пока что, наверное, уже хватит. И у меня не было никогда морских животных, я имею в виду ластоногих животных. Вот я никогда с ними не сталкивался. Все виды животных остальные, медведи, львы, тигры, верблюды, и что-то, и зебры, и ламы, все это было и есть. Ну, давайте о цирке и о животных мы чуть-чуть продолжим говорить попозже. Сейчас мы прервемся на рекламу, и я предлагаю нам все-таки немножко поиграть. Давайте. Гея, вы до рекламы сказали такое... О!
Отлично. Прекрасное начало. Сказали такую интересную фразу, что дрессуре по книжкам не научишься. А ведь это действительно так. Нельзя написать, что ко льву подходить строго с правой стороны, там не улыбаться и резких движений не делать. Безусловно, потому я и сказал, что в эстрадном цирковом училище не было такого жанра дрессуры. Дрессировщиками люди становятся либо по династии, либо люди, которые приходят в цирк и стажируются профессиональных людей, Только настоящих на опыте. мастеров. Только на опыте, потому что живая практика — это никакая не учеба, это не книги, это не математика, это чистая практика каждый день. А первую эмоцию свою помните, когда вот Конечно, один на один помню с хищником? все эмоции помню, у меня были замечательные педагоги, я горжусь тем, что я пришел в советское время в цирк, я смог отработать еще с теми легендарными настоящими мастерами цирка, как Алик Константинович Попов, как еще старшим Сам Михайлович Запашный, Ермолаев Юрий Михайлович и много других тех, с которыми я смог выйти даже на один манеж. И вот те люди, у которых я стажировался, Тереза Васильевна Дурова и Николай Карпович Павленко, это легенды цирка. К сожалению, кто-то уходит из жизни, кого-то уже нет, но именно у этих людей были и есть те цирковые настоящие советские навыки дрессуры. Это была лучшая школа дрессуры, она на сегодняшний день так и остается. И мне посчастливилось с ними поработать, у них набраться опыта, пройти эту стажировку у них, и сегодня, спустя много лет, у меня уже есть своя школа дрессуры, которую я передаю уже молодому поколению. У меня есть уже свои ученики, которые работают совершенно успешно без меня и получают высшие награды на всех всемирных цирковых фестивалях. А в Но вашем- первое наставление, море. первое наставление. Мне все-таки очень интересно, все-таки хищники, это, извините меня, это я тигренок, а не киска, как Ну говорил да, не стихотворение. пуделя дрессировать. Какое было первое наставление вот от ваших педагогов, сказали? Вы знаете, ни в коем случае не смотри в глаза. Хищники начались совершенно случайно. А я и не думал, что они будут как-то в моей жизни вот так сразу, и как-то их так будет много. Первое было, ну, то, что касается леопардов, они у меня были давно. Но и пумы были, пантеры были. А когда я уже начал делать аттракцион «Львы и тигры» в одной клетке, конечно, мне помог старшим Сам Михайлович Запашный, который был нашим генеральным директором государственной компании «Росгосцирк» много лет. И у меня появилась львица. Мне ее подарили в Карагандинском зоопарке, так получилось. Ее зовут Джина, которая по сегодняшний день у меня работает в клетке. И она была первая моя львица. Ну и, конечно, в то время запрещали, да и сегодня запрещают львов без поводков, то есть без ограждения в манеж. Это вам не шапито, это стационарный цирк, и возникла идея создать клетку. А клетка, ну это ж не одно животное хищное, это хотя бы какая-то некая группа из 7, из 8. Ну и мы сделали группу из 13 хищников, которые сейчас у нас есть и львы, и тигры, смешанная группа животных. Стажировался я и моего любимого Бориса Константиновича Белякова. Это человек-легенда, который всю жизнь отработал с легендарной Ириной Бугримовой. И потом она ему передала этот аттракцион. Он был директором Воронежского цирка. Мы как раз поехали в Воронеж на гастроли, и там мы с ним познакомились, и до сегодняшнего дня общаемся. Вот у него недавно, кстати, был юбилей, он до сих пор живой, ему 80 лет. А в моей жизни так получилось, что Сам Михайлович Запашный, когда был генеральным, я пришел к нему, и я очень дружил с его супругой, и дружу сегодня с Ириной Николаевной Запашной, с народной артисткой России. Она работала с «Морскими львами», и так получилось, что мы работали в одной программе. Она заканчивала программу, мы заканчивали первое отделение, вместе выходили за ручку на эпилог, на финал, на поклон спектакля. И я говорю: Николай, я так хочу создать новую аттракцион. Она говорит: давайте помогу. Я говорю: давай. И она мне написала сценарный план, идею пробила, потому что Пашна был очень такой, ну, властный человек. Но ко мне он очень хорошо всегда относился, меня так любил, потому что он видел во мне, что я фанат своего дела, что я с утра до вечера занимаюсь именно цирком. Он очень любил людей, которые трудоспособны, те, которые на самом деле работают, тем более молодых, он это ценил. Он, может быть, от него похвалы добиться было очень тяжело. Особенно в то время, когда он был гендиректором, это было, стены трещали. На самом деле это было так. И тут происходит совершенно случайно такая ситуация в жизни, что мы оказываемся в одном доме в Москве. То есть мы живем в одном доме по сегодняшний день. Он, к сожалению, только что в этом году ушел из жизни, царство ему небесное, но последние 10 лет мы жили в одном доме. Я на 14 этаже, он на 17 этаже. И я постоянно общался. И как-то наше общение переросло в такую некую дружбу. И я даже уже имел право, доступ к нему подняться вечером. И он ко мне даже уже в последнее время спускался. И давал мне какие-то советы. Я взахлеб это все слушал. Но когда он, конечно, начал уже стареть, в том плане, что он начал болеть. У него было 3 инсульта подряд.
и, ну, через какое-то время. И он, конечно, уже очень плохо себя чувствовал. И я был свидетелем того, как вот уже вот в возрасте Запашина, которого знали, как, я говорю, вот стены трещали, как его уважали или боялись даже, может быть, потому что он был очень жестким, справедливым таким гендиректором. Он ко мне спускался, вечером мы с ним сидели, пили чай, и я до последней секунды его расспрашивал что-то про животных, про хищников, и он мог подсказать вот такие нюансы, от которых, ну, как бы у тебя мурашки шли у меня, потому что я не мог понять, а что, вот как заставить там что-то добиться того, это же и нервы, это же и сутки, это же нужно, нет, тебе нужно добиться это сделать, а там нужно было просто, допустим, стеком, палочкой, там, дотронуться до определенной там косточки или там показать там мясо там с какой стороны там подбить ассистенту, там зайти слева-право корпусом, то есть это там миллион нюансов. Масса. Да, потому что это не научить книгой. Это только нужно вот вживую брать и практиковать. И самое главное, нужно иметь терпение. Железное терпение. И нервы. А вот характер какой-то нервы должен и присутствовать, терпение, чтобы... потому что они же выводят из себя. То есть это же Они намеренно это делают? психологические. Почему говорят, что вот дрессировщики все агрессивные, импульсивные? Потому что это настолько расшатана нервная система, и ее нужно уметь ею совладать, потому что мы обычно репетировали вечером или рано утром. Но я люблю репетировать вечером, потому что вечером как-то меня больше шли в этот процесс. Я вот после всех оставался, я мог до утра репетировать, до глубокой ночи. И там была такая ситуация, что, допустим, пока ты не заставишь животное сделать, потом надо все сделать с лаской, чтобы закрепить в последний момент, на этой красивой ноте отпустить животное и перейти дальше или закончить репетицию. А оно не идет на этот отрывок. И вот ты стоишь этим кусочком мяса, натыкиваешь на палочку, зовешь, там что-то пытаешься сделать, чтобы там лапу подняло туда, куда тебе надо и так далее, и так далее. А оно не хочет, это животное, и ты должен не выйти из себя. Без агрессии все должно происходить, конечно, да? в коем случае, иначе ты зашугаешь животное навсегда, то есть его просто зашугаешь, и оно никогда на это не пойдет. Так что вот, когда говорят, что в цирке там бьют животных, это бред полный, потому что если это забить животное, оно будет все, понимаете, у него будет такое состояние, что ты его никогда не заставишь что-то сделать, только лаской, только нервами, только терпением. Почему я говорю, нужно иметь очень силу воли большую и ждать, пока ты сможешь своим языком объяснить животному, потому что ты не можешь, к сожалению, поговорить, у них есть свой язык у животных. Я его понимаю, этот язык, но говорить я на этом языке не могу, кроме тем, что я могу жестикулировать и какие-то вещи показывать ему. Это нервы, это время. Но в итоге все получается. А со временем, когда ты уже раз сделал трюк, два сделал трюк, конечно, все животные разные, какие люди. Кто-то способный в танце, как и люди, кто-то способный в другой профессии. Также и животные. И уже понимаешь, от какого животного что можно ожидать, на что он пойдет, на какой трюк. Не каждое животное идет на какой-то определенный трюк. Это когда у тебя группа, ты уже понимаешь их неспособность. Кто-то прыгучий, кто-то менее прыгучий, кто-то там быстро подтягивается там, на задние лапы, кто-то меньше подтягивается. И от этого ты создаешь уже какой-то набор трюков, создаешь номер аттракциона. Вот как будто побывала на представлении. Сейчас, кстати, у наших зрителей тоже будет такая возможность. Сюжет как раз о вашем цирке. В Казанском цирке не хватает места для 300 клыкастых, хвостатых и голосистых гостей. Они главные артисты королевского цирка Гии Эрадзе, который сейчас гастролирует в нашем городе. Самое сложное — найти общий язык с экзотическими животными и совместить их на одной арене. Это все равно непростая работа, чтобы они спали, никуда не убегали. В первую очередь сейчас мы их этому будем учить. Но дрессировщики, кажется, говорят с братьями нашими меньшими на одном языке. Они с ним одной крови. Гия Эрадзе начинал как укротитель тигров и львов и до сих пор выходит на арену, теперь уже совмещая дрессуру с руководством цирком. Талантливый, красивый, умный. Иногда бывает сложно воплотить, допустим, те же самые идеи, в жизнь, но он дает такие эмоции, такие ощущения, что прям хочется все делать, и это замечательно. Большой артист, настоящий профессионал, одаренная творческая личность. Гия Эрадзе предан цирковому искусству всецело и навсегда. Ни одна мелочь в шоу не ускользает от его пристального внимания. Что очень требовательный, хотя я считаю, что это, наверное, все-таки плюс больше, чем минус.
В итоге дело всей жизни вылилось в потрясающее шоу. Не совсем традиционный цирк, а скорее спектакль, синтез эстрады, цирка и театра. Не просто цирковые номера, а целый перформанс с более чем сотней артистов и 2000 костюмов. В шоу Гии Эрадзе меньше иллюзий и больше страсти, эмоций и музыки. У него работает мозг настолько быстро, моментально, в ногу со временем. Он, я не знаю, откуда у него рождаются идеи. Мне кажется, он может спать, у него родится идея. Он просыпается и говорит о том, что хочу вот это, хочу вот это. И я, как хореограф, да, королевского цирка, пытаюсь, как хореограф-балетмейстер, воплотить его мечты, фантазии, какие-то, может быть, идеи, да, по поводу, в плане хореографии, естественно. Шоу окончено, а аплодисменты не смолкают. За 3 часа все стереотипы о цирке сломаны. Зритель увидел целую историю любви, побывал в Дикой Африке, на Роскошном Востоке, на бразильском карнавале, в Римской империи и на русском народном гулянии. Отличные, самые лучшие за всю жизнь. Замечательно. Такого еще не видели выступления. Просто молодцы, ребята. Очень восхищает. Такого вообще мы никогда не видели за столько лет. И в разных городах, и в Москве были, и здесь самые лучшие цирки. Очень понравилось. Замечательный цирк. Потрясающее шоу. И вообще, как бы, воздушные акробаты с детства нравятся. Животные разные очень. Представление, костюмы красивые. Качели. Качели? Да, тоже так хочешь, да? Акробаты понравились, да? Да. Все это создает неповторимое ощущение волшебства. Профессиональный балет, великолепная пластика, эквилибр, воздушные гимнасты и, конечно, потрясающие декорации. Равнодушным остаться просто невозможно. Удивительный цирк у вас, действительно уникальный. Мы понимаем, почему такое звание он получил. И он очень необычен. Идеи, вот этот вот популярное слово «креатив», откуда исходит? Это синтез эстрады, цирка, мюзикла, это некое сплетение жанров. Оно придумано 16 лет назад мной и моим любимым продюсером Геннадием Григорьевичем Гордиенко. Мы попробовали сделать такой ноу-хау в цирке еще в то время и поняли, что, наверное, это именно тот креатив, о котором вы сегодня говорите. Это то, что нужно сегодня было публике. Массовый спектакль с большим количеством костюмов, животными. Это просто праздник. Наверное, сегодня столько серости в этой жизни, что хочется просто праздника. Прийти в цирк и отдохнуть, ни о чем не думать, а посмотреть красивое зрелище. Вам это удается, показать это самое красивое зрелище. Вы сказали, что труппа растет, соответственно, и животных. Растет и размножается, потому что у нас 34, вот, почему, да, по полном смысле, потому что 34 ребенка родилось у меня в коллективе. Человеческих или животных Это уже ребенка? династии, потому что они родились в цирке, их называют опилочными детьми. Почему опилочные? Потому что в цирке раньше были опилки, и все дети, которые рождались у цирковых артистов, вот он самый их и называли манеж. опилочными детьми. И у нас 34 опилочного ребенка, которые у нас уже растут, и какие-то уже выходят на манеж. Так что вот так за это Как время... вы управляетесь таким коллективом? Так получилось, что у меня в жизни, наверное, к счастью, естественно, к счастью, работают люди, которые со мной по 15, по 16 лет. Ну, это все молодые, все пришли ко мне в 17-18 лет, а время-то года идут. Сегодня им уже 30, 35, 32, 34, кому сколько. И они знакомились, создавались пары, они женились, появлялись семьи, появлялись дети. У кого-то уже по 2 детей. И дети с нами ездят. Это кочевая жизнь, это цирковая жизнь. Это жизнь на колесах, это не работа, это образ жизни, потому что цирк, я не могу назвать это работой. Работа, которая... Вот вы работаете, вы пришли на работу, отработали, ушли домой, поспали, отдохнули, пришли в выходные, как у всех нормальных людей. У вас есть рабочие дни, есть выходные, суббота, воскресенье, наверное, скорее всего, а у нас наоборот, у нас понедельник выходной. У нас вся жизнь на колесах. У нас постоянно корабли, самолеты, поезда, гостиницы, переезды, упаковки, распаковки. И мы за год меняем 7-8 городов, несколько стран. И все это с детьми, все это с У вас прям табор такой большой какой-то получается. Ну, это даже не табор, это наша цирковая жизнь, к которой мы привыкли, без которой мы жить уже не сможем. А неужели не утомляет? Когда я приезжаю домой, это бывает крайне редко, в какие-то там
промежуточные моменты, когда у меня есть возможность между гастролями, либо там на неделю полететь домой, вот эти несколько дней нахожусь дома. Остальное время я постоянно на гастролях. И когда уже там я посижу больше там 5-6 дней, так даже бывает дома, то мне уже надоедает. Даже не то, что надоедает, меня уже тянет в дорогу, потому что я 26 лет езжу. Мне нужно куда-то ехать. Я без этого не могу. И очень многие цирковые, они без цирка жить не могут. Цирк — это как болото, оно засасывает. И ты в нем либо остаешься навсегда, либо оно тебя отталкивает, ты уходишь навсегда с него. И очень многие цирковые, уже пожилые артисты, они устраиваются цирк-билетерами, контролерами. То есть не уходят. Они не могут уйти из цирка. Лишь бы хоть как-то, но быть невозможно там. уйти из цирка, когда ты отработал там 50 лет на манеже, там 40 лет на манеже. В этой атмосфере ты не можешь осознать того, что нужно уйти из цирка, и на этом твоя жизнь закончится. То есть это то же самое, что закончить жизнь. А вы живому тоже не человеку. уйдете? Ой, я не знаю, даже я об этом не думал, но, наверное, без цирка жить не смогу. Наверное, я найду что-то дальше. Конечно, я уйду с манежа тогда, когда я почувствую уйти с манежа, когда я уже перестану выглядеть, соответственно, когда я пойму, что я в возрасте, потому что все мы живые люди, все мы стареем, но я буду заниматься цирком, наверное, тем, чем я сейчас и занимаюсь, и мне это позволит, не выходя в манеж, этим заниматься много лет. Вот, как бы так. Ну, вот так, чтобы без цирка мне сейчас сказать, что ты вот не будешь отношения никакого к цирку иметь, или там не будешь заниматься цирком, я даже представить не могу, что я могу делать еще. Я больше ничего делать я не умею. А правда, что ваши родители изначально были против? Ой, жутко против. Жутко были против. И долго были против? Долго, жутко, нудно забирали меня, потому что я сбегал из дома. За мной приезжали, утаскивали меня, запирали дома, не пускали в цирк. Многое прошел с родителями, очень много. Но в итоге Не же выдержали. Ну, в итоге они свыклись, но они сейчас живут в другой стране. Я живу в другой стране, так что у нас не такое тесное общение. В одном из интервью вы, кстати, сказали, что достаточно легко можете расстаться с участником, как вот лучше это преподнести, с коллегой по работе, я цирковых имею в виду. То есть, получается, по-вашему, незаменимых людей нет? С партнером вы имеете в виду, с партнершей? Или с Человек, артистами, который не в работает? труппе вашего цирка работает. Могу расстаться, но не так легко. Если они у меня годами работают уже, потому что я же объяснял только, что у меня люди по 15, по 16 лет. Да. Одно дело, я вскипел там, или даже он виноват, я могу оторваться, накричать, у меня темпераментный характер, у меня русско-грузинская кровь во мне кипит, как бы, да, но они знают мой характер, я через несколько секунд отойду и все забуду, я не злопамятный, я никогда не умею таить в себе что-то такое и не прощать людей, я всех прощаю. Это все, кто меня знает. И у меня время проходит, я прощаю все равно. Это понятие я простите, никогда вот, не могу говорится. вот это как-то вот это вот навсегда затаить. Это надо совсем меня вывести. Наверное, за мои 38 лет, наверное, пару человек, там, я не знаю, за всю жизнь, которых я просто... не хочу их видеть, и их для меня не существует в этой жизни больше. Как бы так даже. А так я большинство прощал и брал назад, и приходили ко мне. То есть те, кто со мной работает, они уже знают мой характер. Им же проще подстроиться под меня. Это у меня их 450 артистов, а я один. И, судя по всему, артистов станет еще скоро больше. Детки-то подрастают. Да, конечно. Но, кстати, вот про династии цирковые. Не секрет, что цирковой мир, он все-таки достаточно закрыт. Тут чаще всего, вы об этом сегодня тоже говорили, чаще всего это все-таки династии и наследники этих самых династий. А вот в вашем случае вам проще взять действительно к себе в труппу кого-то из цирковых, чью семью вы знаете, чьи способности вы так По более-менее рекомендации уже можно. изучили? Никогда. Нет? Никогда. Все мои артисты, большинство моих артистов, это люди, которые никакого отношения не имеют к династиям цирка вообще. Это люди со стороны. У меня есть династии, мне даже звонили мои там коллеги, не буду называть фамилии, там, возьмите мою дочку, возьмите моего сына. И даже такое было. Приходите на кастинг. И даже, есть даже от таких, от которых я вообще сегодня не ожидал, и народные артисты нашей страны, я думаю, а почему сами, что вы не сделаете вашим детям будущего, а почему-то они хотели, чтобы их дети ко мне в трубу попали. И кто-то даже попал, а кто-то не выдержал и ушел. Или я попросил уйти, и такое было. Но в основном это 99% люди, которые со стороны. Это с цирковых училищ, это выпускники. Я каждый год сижу на выпускном государственной комиссии Московского циркового училища имени Карандаша-Румянцева в Москве. Я оттуда очень много ребят беру, выпускников. Я вообще люблю работать с материалом свежим. То есть это художники,
художницы по гимнастике девчонки, это гимнасты, это просто танцоры, из которых я делаю номера. Я могу просто на улице найти кого-то. У меня миллион случаев, когда я просто вообще люди, которые никакого отношения к цирку не имели, я видел просто красивых людей в клубе, где-то, ну, у знакомых, и приглашал их в цирк. И сегодня они имеют номера свои. И стали, ну, и, конечно, у них были какие-то данные, они либо владели там гимнастикой, либо акробатикой, либо у них были данные артиста балета, или хотя бы был внешний вид, тот, который мне нужен был, потому что у меня очень такой строгий формат людей, которых я беру в шоу. У меня только красивые люди, определенный формат этих людей, девочки только высокие, со своими параметрами, мальчики только со своими параметрами, и потому это лучшее шоу страны. То есть все очень строго у вас? Ну, а как? Регламентировано. Ну, есть определенный, как бы, статус именно королевского цирка, и я очень жестко в этом отношении. А если человек подходит вам по всем параметрам и работает вроде хорошо, но вот со временем появляется какое-то качество характера, которое вы понимаете, что не сработаемся. Какое это качество? Ой, это много, это индивидуально ко всему. Кто-то залетает в облака и думает, что... Кто-то ловит звезду. В полном смысле. Это часто, очень... да, происходит? Это, ну, происходит в моей жизни, потому что, но со мной это не пройдет, этот номер. То есть сразу пока-пока? Ну, как нет, я как бы сразу попытаюсь... Нет, я психолог немножечко. Я как бы человека пытаюсь осадить так, чтобы он понял, что взлетать очень легко, а падать очень больно. Эта звездность проходит. Я совмещал таких звездных артистов, которых ко мне говорят, да ты что, ты их никогда в одной труппе не совместить, да это невозможно, да она же звезда, она же солистка, а у тебя у тебя это, еще есть. Я говорю, слушайте, все у меня будет нормально. Совместились. И все совместились, и все работали, потому что это артисты, это очень тонкие люди, а я сам артист. Как с ним поговорить, кого похвалить, кому какой пряник дать, кому кнут. Но это тоже дрессура. Да. Я же дрессировщик, понимаете. Мне это проще всего сделать было. Я разводил все мосты так, что все были счастливы, довольны, и люди работают, потому что это очень тяжело работать с артистами. Это очень тонкий мир. Это дети. Дети всю жизнь капризные дети. Тем более, если они дети талантливые, то они еще больше капризные. И к ним нужно уси-пуси, понимаете? Давайте тоже сейчас сделаем уси-пуси. Ну, небольшой такой коммерческий уси-пуси. Реклама на нашем канале. Вообще, видите, как мы с вами Научил на свою голову. Ну, а что, я должен показать, что... А мне же сюда зайти, да, по-моему? Вам нужно вот сюда дойти, и будет у вас дамка. Она уже готова. А дамка вот, это что значит? Она прям через все поле вот так наискосочек и ест всех подряд, всех встречающихся на пути. Ну ладно, мы пока прикроем, чтобы дамка Удачно тут не вы съела. зашли. А в вашей практике с какими хищниками сложнее всего было работать? Вот ну не идет еще. С людьми. Вот, Самые сложные хищники. А если говорить, ну действительно, о животных, кто тяжелее всего? Не могу назвать конкретный вид животного, потому что он абсолютно разный, индивидуальный. Это разная школа, абсолютно разная школа дрессуры. Лошади, хищники, собаки, медведи, птицы, это вообще разное все. И плюс у каждого свой характер еще, я так понимаю. Абсолютно. А есть животные, которые, ну, не поддаются дрессировке? Нет таких животных. Ну, наверное, есть, которых сложнее всего чему-то научить, там, ну, как и люди, да, вот бывают вот противные люди, бывают капризные люди, тупенькие. Бывают тупенькие, бывают умники четко в своей профессии, также и животные. Вот я никогда не смогу быть акробатом, это не мое. И также медведь есть, который не сможет ходить в стойке, потому что или физиология тела, конструкция расположена так, что он не сможет на эту стойку стать. И ему это тяжело делать, понимаете? Зачем мучить? Зачем его мучить? Его учат, то же самое, что меня привязать на лонжу и заставлять меня сделать сальто. Да я боюсь этого, я не умею это делать, понимаете? Зато я могу то, что я умею делать. А у вас есть любимый номер вашего цирка? Который вот прям вот тут детище душу греет? Или они все такие? Сейчас нет, был один, который сейчас я не работаю, его как бы, потому что он вырос уже в другую историю, более взрослую, более как бы другую, так, чтобы сказать, это мой самый любимый номер. Нет, да, не все мои любимые, потому что я их всех сам создавал, их столько за мою жизнь, что как-то вот выделить какой-то я
не хочу. Но вы сами про себя говорите, что вы человек абсолютнейший фанат цирка, но при этом вы ведь человек абсолютно не одинокий и не тяготитесь тем, что вся ваша жизнь это действительно это манеж, это цирк, это гастроли, переезды. Не, ну как сказать, ну цирк занял всю, наверное, мою жизнь, потому что это, нет, наверное, цирк занял всю мою жизнь, всю роль в моей жизни. Я же ушел из семьи, я и все оставил, всех родственников, близких, цирк, то есть кроме ради цирка. Это же была моя воля уйти. Я уехал молодым сопляком на гастроли навсегда и больше не вернулся в эту страну. И смог добиться одному того, что я один приехал. Мне никто не помогал ни в чем. Но, видимо, по-другому не получается. Нужно все на алтарь положить. А вот немножко мы тут затронули в начале нашей программы о технологиях, вы сказали, когда про расстановку цирковых, когда приезжают с гастролями. Немножко по-другому задам вопрос. Какие-то применяете вы непосредственно хай-тек технологии в своих представлениях? Очень много. Я применяю такие вещи в шоу, которые вообще в цирке не очень используют. Я именно делаю спектакли. Ну, это мы поняли, да. Спецэффекты. У меня тонны декораций, светового, звукового оформления, начиная от тяжелого дыма, кончая там, я не знаю, дождем, снегом, чего хотите, да, как бы хлопушками, огнем, там, ЦО и что хочешь. То, что в шоу сегодня используется. То есть голограммы какие-то? Очень много, да, экраны, там, я не знаю, панелевые сегодня экраны существуют, они очень хорошо актуальны. Не надо возить эти массовые гигантские декорации, которые раньше мы собирали. Сегодня можно на экране показать все то, что ты хочешь изобразить за тобой, допустим, и так далее. Ну, как бы да. Так постоянно, значит, нужно находиться не только в потоке цирковом, так, да, сочинение номеров, продумывание костюмов. Это же постоянное изучение информации. Слушайте, наверное, на карте проще показать места, где я не был. Где вас не было. Арктика и Антарктика. Вот там не был точно. Вот. А также я же ездил постоянно. Я постоянно сижу на международных цирковых фестивалях в жюри. Вот я только что прилетел с Джухая. Это был в Китае огромный фестиваль в Джухае. Хозяин парка Гуанчжоу и Джухая, мистер Суджиган, который проводил гигантский, вообще, на мой взгляд, фестиваль на 24-метровом манеже. И так далее, и так далее. Я постоянно где-то нахожусь. То есть я езжу по всей... Мы только что недавно приехали из Парижа, ездили с коллективом. Нас пригласили на съемки самого старинного кабаре Парижа к известному парижскому ведущему, очень известному, где мы отснялись в новогодней передаче русским роком «Масленица». Я был вновь на моем любимом Лидо и Мулен Руже, потому что я не имею права, если я в Париже, не сходить хоть 100 раз на Лидо или на Мулен Руж и посмотреть. Хоть я уже наизусть все эти костюмы знаю, эту атмосферу, но мне уже обязательно сходить, потому что сама эта атмосфера вот этого французского какого-то закрытого кабаре, творческого, очень интеллигентного и очень такого филигранно тонкого, это тебе дает очень много вдохновления внутреннего. А у вас есть интересы и увлечения с цирком не связанные? Или здесь он уже если проник везде? Есть. Мне раньше, когда задавали вопрос, если ты был бы не в цирке, то где? В балете. Я обожаю балет. И я всегда хожу в Большой театр. И был на многих постановках разных мировых балетмейстеров. Это мое хобби. Если спорт, это фигурное катание. Я люблю лед, но не умею кататься. А вы пробовали и знаете, что не умеете? Пробовал, не мое, и не умею кататься, признаюсь, абсолютно честно, но люблю сидеть и смотреть. Не умею, но люблю. А книги читать остается время? Нет, это фильмы смотреть. Книги читать это не ко мне вообще, потому что я ненавидел школу, я не любил учиться, я учился в цирке. У меня был водитель еще в детстве, который меня довозил еще при отце, отец был обеспеченный человек. Он меня довозил до школы, я выходил с машины, ждал, пока водитель уедет, и убегал на троллейбусе в цирк. Так что школа, это вещи несовместимые, я без школы всего достиг. Конечно, я умею читать и писать, это понятно, но какие-то уже глобальные предметы, те, которые там в высших классах, это было не ко мне. А вы интернет-зависимы? Нет.
вообще меня нет ни на каких соцсетях и не будет. Я не люблю заниматься этими грязными переписками, сплетнями, интригами. Мне это неинтересно, мне этим некогда заниматься. Трата времени пустая. Это для меня абсолютно. И меня нет вообще нигде в соцсетях и не будет. Это мне не надо. У меня есть только определенный свой круг общения людей, с которыми я общаюсь. Я не со всеми близко вступаю в контакт. У меня есть вот мой круг людей, много их, но это те люди, с которыми мне комфортно и хорошо. Есть мой мобильный телефон и разные мобильные другие связи, где я общаюсь. А что для вас счастье? Счастье? Понятие очень растяжимое. Очень растяжимое счастье. Счастье, наверное, когда человек счастлив, я не знаю, как во всем, но бывают какие-то ситуации, когда ты счастлив по уши, и этого счастья тебе хватает. А что именно для меня счастье, не могу вам ответить одним словом, не знаю. Брать не хочу. А как-то вы можете описать 3 словами 3 своих достоинства, 3 своих недостатка? 3 своих достоинства? Ну, главных, Вы на мне ваш сейчас взгляд. Так сразу. Достоинство, наверное, моя целеустремленность к чему-то. Если я хочу, я добиваюсь. Как вот нужно о себе говорить достоинство? Это просто Тяжело, это не просто. Зритель должен говорить обо мне, не я. О себе как бы мне тяжело говорить. Недостатки мои, недостатки, да их, наверное, много у меня, как и у всех. Не знаю, какие недостатки их. Я даже не могу вот конкретно какой-то сейчас привести в пример. Ну, наверное, мой характер очень такой. Меня нужно уметь выдержать, потому что, ну, не каждый меня вытерпит. Особенно, если я в гневе и в работе, понимаете? Я как бы такой вот. Ну, вот я хочу, я должен этого сделать. И мне вообще все равно, как я это. Но я должен этого добиться, этого. Ну, я имею в виду в хорошем смысле слова, но не каждый этого держит. Это сегодняшнее поколение. Понятно. Не самый страшный недостаток. По крайней мере, я знаю одно, что мой плюс в том, что я могу понять человека, я, наверное, могу услышать. И, наверное, мой недостаток в том, что я очень сильно доверяю людей и слишком открыто располагаюсь к ним. А это, наверное, не нужно делать в этой жизни. То есть у меня есть люди, уже на этом опыте я обжигался очень часто, когда я слишком доверял людям, близко вступал в контакт, делился. А это не нужно было делать. Видите, как интересно получилось. Вроде бы недостаток, а на самом деле это достоинство. Причем очень большое. Спасибо Наверное. вам большое. Да, спасибо, что пришли к нам сегодня в программу. Видите, первый опыт Да, шашек у нас Никакой очень хорошо удачный. удался. Да, так что мы... Да. Наша программа завершается. Смотрите вечернюю игру на телеканале ТНВ с понедельника по четверг, 22:10. Счастливо. Всего доброго. Пока-пока.